Александр, как думаете, это серьезная поломка? Я думаю, это не настолько прям критично. Осень. Вот-вот выпадет первый снег, деревья уже переоделись в разноцветные одеяния, а в воздухе все еще витает послевкусие лета, но ты уже понимаешь, что потихоньку приближается долгая зима. Именно в такой момент мы собрались посетить Алекминский район, а если быть точнее, реку Толба, или как называют ее местные, Толба. Путь наш состоял из 3 этапов. Этап первый – на автомобилях добраться до Синска, затем на лодках с редуктором до устья реки Толба, где после переобувания в водометы подняться уже по горной реке. Но недаром наша программа называется «Испытано на себе», потому что первые испытания не заставили себя долго ждать. Буквально в 3 километрах от Синска на выезде из оврага у моего автомобиля выскочила шаровая. Я, как человек, который привык ремонтировать все скопом за один подход, знал о необходимости замены и планировал сделать ремонт после поездки. Но, тем не менее, прихватил с собой в дорогу имевшиеся у меня запчасти. Как оказалось, не зря. Мы позвонили брату Александра в Синск, и Валерий приехал с подкатным домкратом. Начался ремонт, в котором приняли участие абсолютно все. Выбили обе шаровые, воткнули привод на место, вставили новые шаровые, обмотали привод скотчем и пленкой, чтобы не попала грязь, и все. Машина как новая и готова к новым испытаниям. Потихонечку. Нормально. Как в автосервисе. Все, поехали.
Второй этап пути по реке Лена был протяженностью 180 километров. За это время погода поменялась несколько раз, но в целом было прохладно и дождливо. На этом этапе можно отметить красивые берега, столбы, сравнительно спокойную реку и усилившийся к вечеру дождь. У нас утро на устье реки Толба. Вчера мы в дождь, уже по темну добрались до этого места. Поставили быстро палатку, покушали и легли спать. Вот, сегодня у нас в плане уже пройти по непосредственно самой Толбе больше 100 километров, и сейчас часть наших участников поездки переобувает винты на водометы. Ну а мы с Женей вот дежурные по кухне. Женя, привет! Жарим картошку с салом, очень интересное блюдо. Уже даже сейчас вот слышите, как шкварчит. Я вот сижу и просто... И что делаем? Вкусно пахнет. Вот, на запах прибежали наши четвероногие друзья. Все, вкусно, да?
Дик, вкусно? Ну, знаете, что заходить сюда нельзя. И переночевали мы в палатке «Медведь» пятером. Вот. Раз, два, три. Четвертая стояла вот так. Вот здесь. И пятая посередине. 5 раскладушек. Всю ночь шел дождь. Сверху этой палатки, это зимняя палатка, находится тент. Не понял, это четырехтактка? Так? А? Так? Двух? Обкатываться будет только, что ли? Третья поездка. Оба водомета были переставлены. Мне вот так интересно, здесь ходил умываться, когда утром увидел воду в реке Лена. Она здесь в Верховье, то есть мы где-то, получается, плюс-минус в 400 километрах от Якутска, и вода, прямо сказать, гораздо чище, чем около города. Посмотрите сами. Позавтракав поджаренной на сале синской картошечкой и собрав наши вещи, мы начали третий этап пути – подъем по реке Туолба. Каждая река имеет свои определенные особенности, а Туолба имеет еще и огромную историческую научную ценность. Осталось где-то около 20-30 километров нам до лагеря. Но хотелось бы отметить, что вот река Туолба, по которой мы сейчас поднимаемся, она, по идее, можно сказать, имеет мировое значение, потому что в историческом плане
Именно здесь в 1937 году была найдена впервые в мире кембрийская нефть. То есть до этого ученые не верили в то, что кембрийская нефть вообще существует. Но в 1937 году именно здесь, на берегах этой реки, причем где-то в этом месте, мы только знаем приблизительно, что это от Алексеевки около 80 километров или 130 километров от устья реки Толба. Вот. Но, к сожалению, у нас точной точки нету, но здесь вот больше, около 100 лет назад, чуть меньше 100 лет назад, прям вершилась история мировая. Вот. Ну а мы сейчас идем по этой реке. До 1937 года все мировое ученое сообщество не верило в существование нефти в столь древних породах. Мы сейчас говорим о кембрийских отложениях возрастом более 500 миллионов лет. Василий Синяков, ученый-геолог, еще будучи студентом, задумался о нефтеносности подобных пород. И вот в 1937 году на реке Туолба получил первую кембрийскую нефть. Удастся ли нам найти эту скважину, вы узнаете в следующем выпуске. Ну а пока мы только прибыли на избушку, где и будем располагаться. Вы помните, как в одном из предыдущих выпусков я тестово устанавливал гамак, и жаль, что тогда не получилось в нем переночевать. Так вот, несмотря на близость к реке и холодные ночи, мне удалось в нем поспать и даже сделать кое-какие поправки. Дело в том, что подстежка под гамак слетела с одной стороны, и я спал в спальнике на обычной пенке. Так вот, никакого дискомфорта не было, пенка отлично справилась со своей теплоизоляционной задачей. Следующие несколько минут будут ближе тем, кто связан с водометной тематикой. Так уж получилось, что во время перестановки шайб для регулировки зазора импеллера водомета обломились крылышки стопорной шайбы. Без этого стопора вся конструкция могла вылететь, и лодку можно было бы передвигать только с помощью весел. В общем, в передаче National Geographic сценаристы бы уже вызвали вертолет, и операторы снимали спасательную операцию. Но смекалка наше все, и давайте посмотрим, как мы нашли решение в данной, казалось бы, безвыходной ситуации. Да. Слабая. Видишь, И это тоже. ни о чем. Если мутить, то мутить уже с этого. Ой, давай, тише. Давай. Режем. Он трескает. Не,
Вот так ее бы загнуть, да, она бы там шайба вот эта, она же больше Ну да. диаметром. Ну-ка, поджигай. Почему надо сделать? Нет, то не бегай сейчас сначала. Под эту. Под нее. Видишь, она же большая. Видишь, она большая. А вот этот усик сейчас. Да, я понял. Он Ну, пойдет. смотри, свободно же у тебя гайка стоит, шайба. Кто? Шайба. Шайба не зафиксирована. Но она у тебя крутиться будет, понимаешь? Загнуть на эту шайбу, правильно? Да. Вот эту, чтобы Да, у тебя шайба не всё крутилась. И правильно. этой шайбой уже эту закрепим. Так, отвертку. И молоток, и цель. Вот этот. Смотри, вот этот. Да, его вот на ту шайбу загни. Крутом дайте. Вот сейчас спрей шайбу магнем, да? Да, тебе надо. Пойдем. Ты шайбу тумнешь, так? Чуть-чуть. Прямо так. Чтобы он туда не ушел у тебя. Этот уже затянули, да, его? Подтянул же. Затянут, да, до конца? Гайка, затянул же. Ну, вроде бы подтянул. Давай еще. Давай еще, проверь. Ну да, под стопор. Раз. Чуть-чуть. Еще бачка. Не, вот тут. Рубрика лайфхак, да? В принципе, она теперь даже за это тоже будет держаться. Убери-ка. Не, мне тут Джека держать надо, чтобы та шайба не ушла. Мгм. От стопора не хочу. Опачка. Она уже не уйдет? Нет, ты сейчас ударишь, она сюда уйдет. Тебя. А, Еще вот тут. Сейчас не отвертка внутри. ну нормально же. Не прижала. Не бежала? Пожди. Ну-ка, отвертка толстая, да? Серьезку только ударь. Пожди. Угу. Все. Нормально. Мне кажется, у нас...
Не, мы же смотри тут, это алты. Она у тебя с двух сторон обжата стоит. Тут на стопоре и тут на стопоре. Все. Шайба у тебя сейчас не крутится уже. Вот тут подбей. Очумелые ручки. Наличие в зипе стопорной шайбы – это обязательное условие. Но в нашем случае нам повезло найти широкую шайбу и уже из нее сделать подобие стопорной. Надо отметить, что конструкция типа «дойти до базы» выдержала весь дальнейший путь, а это ни много ни мало около 400 километров. В общем, этот совет испытан на себе, и его можно считать рабочим. Вообще, осень в тайге сложно передать словами. Это надо видеть своими собственными глазами. Морозное туманное утро сменяется солнечным днем, и каждый раз после заморозков цветовая палитра меняется.
Свежий звенящий воздух, отсутствие мошек и комаров, промозглый моросящий дождь, темные тихие ночи. Моего словарного запаса не хватит, чтобы описать все эмоции. Но, тем не менее, в следующем выпуске мы с вами посетим озеро в верховьях Туолбы, узнаем, можно ли выбраться с камня, не спускаясь в воду, постараемся найти скважину с древней кембрийской нефтью и попробуем подманить изюбря. Оставайтесь с нами на канале Якутия-24 и до новых встреч в эфире. Испытано на себе.